Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Национальный музей Таджикистана. Сегодняшняя наша тема посвящается Первой Персидской империи, империи Ахеменидов. Империя Ахеменидов существовала в 6-4 века до нашей эры. Территория была огромная, начиналась с Лидии и Мидии и доходила до Индии. Вся территория империи Ахеменидов была разделена на 20 военно-административных округов. На флаге империи Ахеменидов был изображен орел с раскрытыми крыльями, символизировал могущество и свободу этой державы. Также интересные находки этого периода, вот такие сосуды, которые имеют снизу конусообразную форму, нашли разных размеров такой формы сосуды. Здесь представлены. Основателем империи Ахеменидов был Кир Великий. Во время своего правления Кир Великий расширял свои границы. В 539 году, когда он захватил Вавилон, Сирия, Палестина и Финикия добровольно подчинились к персам. Кир Великий является первым царем, который основал декларацию. Здесь представлен макет декларации Кира Великого, имеет цилиндрообразную форму, то есть он дает свободу во всем своему народу. Также здесь представлены на фотографиях основные памятники этого периода на территории Таджикистана. Это крепость Мир и Джибори-Боло. Находятся они на южной части нашей республики. Стоит отметить также интересные экспонаты, находки из железа, слитки железа и 2 головы баранов, которые нашли на севере Таджикистана в Исфаре. Они относятся к 5-4 векам до нашей эры. Интересная находка периода Ахеменидов на территории Таджикистана также печь для обжига гончарных изделий. Гончарную печь нашли в 1993 году археологи Самойликов и Азизов на территории мавзолея Мирсейд Али Хамадони города Куляба, это южная часть нашей республики. Гончарная печь состоялась из 2 частей. На нижней части разжигали огонь, а на верхней обжигали сосуды. То есть сначала из глины изготавливали, затем таким образом обжигали. На данной печи можно было обжигать до 100 сосудов.